Несвоевременная выплата зарплаты, нестимулирующих надбавок, незаконное увольнение работника, а также ненадлежащее оформление трудового договора работодателем. Чаще всего в министерство обращаются с такими вопросами. На встрече подводят итоги работы трудовой инспекции за последние 4 месяца минувшего года. В докладах чаще поднимаются актуальные вопросы трудового законодательства, возникающие при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также об электронных сервисах и приложениях. Самая простая формула – это зарегистрироваться, есть портал госуслуг, там есть отдельный раздел, где в любое время, буквально нажатием пару кнопок, каждый работник может направить соответствующий запрос, и ему придет ответ оттуда, поступает ли на его персонифицированный учет соответствующее поступление. После этого, как он узнает, что они не поступают, до проведения процедуры банкротства, до доведения этого предприятия до кризиса, работник сразу может обратиться уже и в правоохранительные органы. Вот такого рода мероприятия, они дают такую большую пользу, улучшают взаимодействие между органами госвласти, между обществами и органами госвласти, общественными организациями, где мы можем, где нам дают определенные предложения, которые дорабатываются, и, соответственно, мы об этом сообщаем и вышестоящие органы, где проводится и анализ, и внедряются в каких-то законах, новых правилах. Больше всего жалоб поступает о невыплате или задержке заработной платы. Задачей госинспекции труда в первую очередь проверить организацию на нарушение Трудового кодекса. В ходе проведенных в 2017 году контрольно-надзорных мероприятий, в том числе по результатам расследования несчастных случаев на производстве, было выявлено 2538 нарушений трудового законодательства, в том числе 717 в отношении индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего предпринимательства. Наиболее частые нарушения допускаются работодателями по вопросам оплаты и нормирования труда. О тех проблемах, которые были связаны с задолженностью по зарплате, которые в взаимодействии с органами власти республики были эффективно решены. И на конец года, практически по состоянию по задолженности заработной плате, ситуация в республике была лучшей практически по всем субъектам Российской Федерации. На публичное обсуждение приглашены предприниматели, представители общественных организаций, профсоюза республики и бизнесмены. Участники также не упустили случая задать интересующие вопросы представителям инспекции труда. Ната Евлоева, Майербек Мержоев, Новости 24.